день дождя Да. и памятные места. Я на дожде недавно, честно говоря. Ну, я тоже недавно, полгода примерно. Но мне рассказывали легенду, что вообще мы должны были разместиться не в Красном Октябре, а в зданиях Москва-Сити с панорамным обзором и на каком-то панорамном лифте туда подниматься. Ну, я думаю, что хорошо сложилось, так как из-за кризиса сложилось. вроде не смогли, говорят. Да, Красный Октябрь, Я по-моему, уже вас застал на прекрасное Красном креативное Октябре. место. Много красного кирпича, замечательные лестницы, только нельзя курить. Я думаю, здесь Прекрасная нельзя. крыша. Да, в конце концов, есть крыша, на которую все время выходит Никита Поповнин. Да. Вернемся сейчас к Лужникам. Да, это Надо памятное место. Надо Памятное сказать, что здесь многим. проходил путинг всем памятный 23 февраля, Сейчас, где было секундочку, 200 тысяч человек. Про Бородино. За нами Москва, умрем же под Москвой. Да. Здесь Владимир Путин произнес свои знаменитые слова «умрем же под Москвой». Честно говоря, умирать никто не собирался, но 4 километра отсюда и до ближайшей станции метро в плотном строю солдат внутренних войск, пахнущих нафталином, поскольку шинели были вытащены теплые для них, видимо, из каких-то очень старых сундуков, а мы были без шинелей. Эти 4 километра по мокрому снегу запомнились очень сильно. Я думаю, что это одно из самых сильных впечатлений предвыборной кампании. Еще здесь Владимир Путин угощал своих сторонников бесплатным чаем и печеньем. Нет, за деньги. Нет, чай и печенье были, бесплатным. печеньки были бесплатные. Именно поэтому сегодня и поэтому тоже сегодня вот было подано заявление, вернее, сегодня стало известно о том, что подано заявление в Верховный Совет с требованием. Верховный суд с требованием признать нелегитимными и не разрешить Путину принимать присягу до решения суда. Здесь же предлагают оппозиции провести марш миллиона и митинг в Лужниках, да, потому что не хотят власти московские согласовывать шествие по Тверской. Ну, по Тверской же все время репетиции. Вчера там ездили Тополи М и другие оборонно-промышленные Ну, у кого репетиция, у кого и санкционированное шествие 1 мая. Вот еще митинг за справедливость, Профсоюзы. который, возможно, возглавит Путин и Медведев. Мы пока не знаем. Ну, вот такое памятное многим место. В Лужниках вообще очень много всего происходило. Первые митинги за Ельцином. И теперь у нас особый праздничный искусственный отбор с Денисом Катаевым.